Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В первый день весны свой профессиональный праздник отмечают сотрудники экспертно-криминалистических подразделений Министерства внутренних дел России. Как эксперты-криминалисты региона помогают раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления. Гость студии Сергей Иванов. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Когда начала свою историю отечественная криминалистика? Создание службы, она 1 марта 2019 года, кабинет судебной экспертизы при Центре розыска НКВД РСФСР, который стал первым экспертным учреждением органов внутренних дел Советской ССР. В 1946 году создается научно-исследовательский институт криминалистики, вошедший в состав Главного управления милиции МВД СССР, и где разрабатывается и внедряется на тот момент современные средства и методы борьбы с преступностью. Далее, в 1969 году создается Центральная криминалистическая лаборатория МВД СССР, ориентированная непосредственно на проведение экспертиз и исследований для раскрытия и расследования преступлений. Далее, в 1983 году, в связи с реорганизацией научных учреждений МВД СССР, все криминалистические, химические и физические отделы в ней объединяются в одну научно-исследовательскую лабораторию. И в 1991 году уже на базе Всесоюзного научно-криминалистического центра был создан экспертно-криминалистический центр МВД России, который как сейчас существует. Чем сейчас занимается экспертно-криминалистический центр МВД по республике? Сколько видов экспертиз проводят сотрудники регионального центра? На сегодняшний день на базе ЭКЦ нашей республики проводятся экспертизы по 7 традиционным видам. Это трассология, наука о следах, вообще о любых, дактилоскопия, это по следам рук, баллистика, где определяем огнестрельное оружие и неогнестрельное, там почерковедческая экспертиза, по почерку идентифицируем лиц, и портретные, также криминалистическое исследование холодного оружия, техника криминалистической экспертизы документов и ряд специальных видов экспертиз, такие как ДНК, фоноскопия, это идентификация голоса, компьютерные экспертизы, где необходимо взять информацию с компьютеров, с хард-дисков, жестких дисков. Строительные экспертизы проводятся, бухгалтерские, автотехнические и пожаротехнические. Есть отделение экспертиз материалов, веществ и изделий. В его рамках проводится достаточно такой широкий спектр исследований от наркотиков до спиртосодержащей продукции, волокон, материалов письма. На базе этого же отделения в скором времени будут проводиться экспертизы нефтепродуктов и ГСМ, горюче-смазочных материалов. Здесь хочется уточнить по поводу следов, что можно считать следами, в принципе, да? И, например, как можно определить человека, например, да, который сделал пластическую операцию, изменил внешность, как можно идентифицировать преступника, например? Во-первых, конечно, у нас по популярным узорам это дактилоскопия будет, если он у нас в базе есть. У нас дактилоскопическая база достаточно большая, по всей России комплексы у нас есть. И, во-вторых, можно так же самое, как портретную экспертизу провести. Портретную экспертизу можно будет провести, да? А как определяют, например, шины автомобиля, да? Как-то можно идентифицировать по шинам или по следам ног, например, да? Конечно, у нас в ходе эксплуатации шин получается определенные значимые следы, на которых и оставляют потом они на месте происшествия, например, остались, и потом уже злоумышленников, если ловят, это уже трассологическая экспертиза, по ним уже будем идентифицировать, эта машина была или нет. А где проходит повышение квалификации ваши сотрудники? Наши эксперты постоянно обучаются, и чтобы проводить определенные виды экспертиз, им надо получать допуска. В основном у нас ездим в Москву, это институт МВД России Кикотя, и Волгоградская академия МВД России. Там обучаемся, потом сдаем зачеты, контрольные. То есть, как обычные студенты, получается, сдаете также экзамены какие-то, да? Да. А по поводу оборудования, как-то обучают ли работе оборудование? Конечно, раньше, например, у нас автоматизированная поисковая система есть, АИПС «Папилон», и раньше ездили в «Папилон», город Миас, Челябинск. Они сами разработали эту систему, и по всей России она используется. Так же самое мы проходим обучение, раньше проходили обучение.
Ну, а какие вообще новые виды экспертиз вы освоили за последние годы? Ну и поделитесь планами на текущий год. Ну, сейчас идет подготовка к открытию направлений товароведческих экспертиз. Это оценка причиненного ущерба потерпевшим, определение стоимости различных предметов с учетом времени эксплуатации. Радиотехническая экспертиза, вот сейчас у нас будет это исследование приборов криминального взлома автосигнализации, снятие информации из бортовых компьютеров автотранспортных средств после ДТП. И факты считывания пин-кодов с банковских карт и момент снятия денег в банкоматах. Вот сейчас актуальные такие вопросы. Вот. Потом также у нас не первый год уже, в этом году, скорее всего, у нас будет работать уже в полную силу альфакторная экспертиза. Это экспертиза запаховых следов. То есть там вместе с собаками, проводится эта экспертиза. И у нас долгое время обучение их проходит. И в этом году, скорее всего, закончат. Даже с других регионов к нам с Барнаула недавно приезжали, делились своим опытом и смотрели, как мы работаем. Сергей Сергеевич, расскажите, от чего зависит время проведения экспертизы? Какая экспертиза проводится дольше, может быть? Ну, традиционные, конечно, это у нас, которые я уже сказал, 7 видов. Это, не скажу, что самые простые, но проще их проводить, чем специсследования. Спец — это фоноскопия, ДНК, компьютерные, строительные, бухгалтерские. Они долго делаются. А наши, традиционные, где я работаю, там, конечно, попроще будет. Но все равно, как почерковедческое, например, самое тяжелое. Надо иногда сделать экспертизу, потом утром прийти и посмотреть уже. Потому что, может быть такое. А для проведения, например, экспертизы ДНК, какой материал требуется вообще, в принципе? Ну, хорошие объекты нужны. Это слюна, кровь. Слюна, кровь, да? А по волосу, например, можно было определить ДНК? Можно, или по ногтям? но там, конечно, можно. Если там есть, например, с пучком по волосам. Ну а в целом, как вы участвуете в раскрытии тех или иных преступлений? Ну, на самом деле, наша работа так практически, наверное, не видна. Мы начинаем с осмотра места происшествия. Это первоначальное следственное действие. Там наша задача — помощь следователю в изъятии, фиксации следов. А потом уже в дальнейшем даем информацию значимую, и уже там опера уже работает. А дальше уже экспертиза назначается, мы уже, как сказать, следователю помогаем в закреплении. То, что, Ну, можно сказать, что вы, наверное, одними из первых приезжаете на место преступления, наверное, да? В чем особенности работы эксперта в нашей республике? Ну, конечно, это наши климатические условия. Когда холодно, у нас, который по всей России чем занимается, не будем скрывать то, что изымаем мы все следы, дактилоскопические, например, на липкую ленту. На морозе, конечно, она замерзает. Там есть у каждого эксперта свои хитрости. Кто-то подмышку ложит, кто-то другие какие-то . Так же самое с объектом, например, на морозе он лежал, и в теплую комнату занеси, он сразу же конденсация будет, и надо потихонечку свои нюансы есть. И большая у нас проблема такая, то, что не во всех районах республики у нас в штатах есть эксперты. И поэтому, если какое-то особо тяжкое или тяжкое резонансное преступление, то мы отсюда выезжаем в командировки. Ну, а вообще в Якутии у нас примерно сколько экспертов-криминалистов работает? 124. 124 человека, получается, на всю республику, да? И получается, в каждом районе есть свои эксперты? Не в каждом районе. У нас в больших городах отделения есть. В Якутске, например, по городу Якутску отдел. В Ленске, в Мирном, Нерюнгри отделение. В крупных городах обязательно отделение есть. Покровске, например, группы, Медино-Кангаласском группы. А уже в таких Верхоянские, такие районы, там уже по одному эксперту сидят они. Хочется вернуться немножко, к проведению экспертиз. Экспертиза по запаху. Расскажите подробнее об этом, вообще как она проводится. И, я так понимаю, она только внедряется у нас, да? Да, у нас лаборатория уже собак обучили, и эксперты тоже обучаются. Сейчас у них
Осталось вот выехать, свои контрольные экспертизы вот добить, ну, как говорится, сдать зачеты, чтобы получить на проведение экспертизы, на самостоятельное проведение допуска. Мгм. Там тоже вот есть нюансы. Ну, конечно, самое главное правильно изъять след. Например, вот на ноже не всегда остаются дактилоскопические следы, ну, следы рук, ну, там, Мгм. грубо говоря, так. Там невозможно тоже вот выявить ДНК, например. Но запах у человека остается. И правильно изымаем, сначала упаковываем, и потом уже исследователь будет направлять на экспертизу. И уже обученные у нас собаки с помощью эксперта, конечно, ну, уже своя там методика. Собак обучают специально Да, такой конечно. экспертизе, то есть это специально обученные собаки. Вот какую они учебу проходят? Ну, тоже специальная учеба, так же, как и экспертов, они вместе с экспертами со своими проходят обучение, и уже со своими собаками уже проходят, ну, так же самое сдают экзамен. Они, например, чтобы фиксировать это все, у них стоит тоже камера, видеокамера, и собак подводят к некоторым объектам и там уже идентифицируют. А как можно стать сотрудником вашего центра? Какое образование необходимо получить? Но у нас эксперты — это единственное подразделение, где вот в системе МВД не надо юридического образования. К нам вот если специсследования, то вот химические образования, вот, ну, у нас традиционники, например, все юристы. Традиционное, у нас после школы можно поступить до традиционника. Это Волгоградская академия, так же самое, 5 лет они обучаются там, и потом уже приходят к нам на работу. И институт Кикатя в Москве. Ну, сейчас еще в Питере, в Петербурге, в Санкт-Петербурге экспертов делают. А так, если выпускник высшего образования, ну, высшего учебного, СФУ, например, у нас спецы вот приходят там, для них как, во-первых, сотрудник полиции, надо комиссию пройти, и уже потом, так же самое, как я уже рассказывал, обучиться, получить допуск и дальше работать. Сергей Сергеевич, поздравляю вас с профессиональным праздником. Что бы вы пожелали своим коллегам в этот день? Ну, конечно, всех хочу поздравить с праздником, пожелать творческих успехов и мира. Еще раз поздравляю с праздником. Спасибо, что нашли время, пришли, ответили на наши вопросы. Всего доброго и до свидания. До свидания. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.